приходом холодов наше лицо, наша кожа лица первая сталкивается с морозным воздухом и ветром при выходе из помещения. Поэтому сегодня хотелось бы вам рассказать, что должно быть в косметичке каждой девушки и женщины с приходом зимы. Средство номер один, которое должно быть в вашей косметичке в зимний период времени, это молочко для снятия макияжа. Оно увлажнит вашу кожу и подготовит ее к макияжу. Средство номер два, которое должно быть в вашей косметичке, это тоник. Он должен быть без спирта, потому что спирт сушит кожу. Средство номер три, которое я рекомендую, чтобы было в вашей косметичке, это питательный крем или основа под макияж. Питательный, потому что в его состав входят масла, а не средства, которые удерживают влагу. Нам это не нужно, потому что в период зимы и мороза это средства, которые удерживают влагу, они просто могут замерзнуть у вас на лице. Четвертое средство, которое должно быть у вас в косметичке в зимний период времени, это уплотненный тональный крем, так как он содержит масла, которые будут тоже питать вашу кожу. Пятое средство, которое рекомендуется использовать в период зимний, это гигиенические помады витаминизированные, либо же просто кремовые помады. Лучше использовать такие помады, не матовые и не блески для губ, потому что матовые помады и блески для губ зимой тоже очень сушат губы, а это не рекомендовано. Следующее средство, которое должно быть в косметичке каждой девушки в период зимнего времени, это корректор. Он должен быть на жирной основе, опять же, для того, чтобы питать кожу и чтобы сделать контуринг, а не розовые румяна. В зимний период времени не рекомендуется использовать румяна розовых оттенков, так как они добавят двойной эффект розовых щек, а рекомендуется использовать корректор коричневых оттенков, либо же темную пудру. Следующее средство, которое должно быть в косметичке каждой девушки в период зимы, это тени. Желательно использовать тени натуральных оттенков, не сатиновые, а матовые. И они должны быть, опять же, на влажной основе жирной текстуры. И последние два средства, которые я рекомендую, чтобы были в косметичке у вас зимой, это подводка и тушь. Они должны быть влагостойкими, это как бы такое пожелание, для того, чтобы в период дождя, снега, ветра ваша тушь, ваша стрелка всегда выглядела очень эффектно. Если вы будете следовать этим советам по макияжу в период зимнего времени, то ваш макияж будет безупречным. Оставайтесь красивыми и уверенными в себе.